эта местность есть, и не входил в Республику Дагестан до 1921 года. Он входил в состав Терской области, но не входил в Дагестан. И с 1921 года, когда был создан Дагестанская там, АССР, или как она называлась, я не знаю, ну, Дагестан, да, под названием тем, который она есть, его присоединили к Республике Дагестан. Вот. А исторически на этих землях, если мы даже возьмем со времен Шихмурзы Окотского, то 500 лет, я говорю, не считая тех документов, которые окисы, и там можно под сомнение, да, поставить, некоторые ставят. Но даже несмотря на это, последние 600 лет на этих землях исконно проживали нохчий народ или общество, ауховцы, как их называют под разными, ауховцы, акинцы, акоки проживают на этих землях. Это их исконные земли. Да, конечно, миграция непосредственно каких-то тейпов, кто-то еще приходил туда, чуть позже приходил, кто-то больше всего пришли чуть раньше, это было, потому что по тем же документам, которые мы знаем прекрасно, что вплоть до Каспийского моря проживали такие тейпы, как Гунуай, такие тейпы, как Шонуай, такие тейпы, как Мелхей, то есть они занимали рыболовством, они проживали вблизи Каспийского моря. И вот эти документы все у нас, как говорится, мы публикуем. Все, кто хочет, может посмотреть, зайти и прочитать. Никакой лжи в этом нету. И да, конечно, можно говорить. Есть люди, которые начинают рассказывать и говорить, вот эти документы кафирские, это все неправда. Или у нас есть один Чекиндез Нарнейский, который там где-то в Штатах, который одно время говорил одно, сейчас уже чуть поменял. Там рассказывают о каких-то, как был якобы первый имам Кавказа, Будай его звали, или Будуй, или Будай назвали его, якобы. Он был кумыком, и он был первым имамом. То есть сейчас появились такие мифические разговоры и сказания. Я обязательно сейчас включу вам ролик, который непосредственно хочу вас ознакомить, поскольку до того, как я его опубликовал на своем канале, я хочу, чтобы вы ознакомились с версией этого человека. И что вы думаете по этому поводу? Потому что, когда я выставляю какие-то ролики, почему-то многие начинают говорить, что мы плохо относимся, там, получили задание, что мы получили задание, я точнее получил задание от кого-то, там, про какой-то народ или что-то рассказать. Валикум ассалам. Я хочу вас огорчить, уважаемые друзья. Нет, по мере возможности, по мере углубления в различные социальные сети мы находим глупости. И эти глупости, вот сейчас как раз таки, который вопрос задал наш брат из Ауха, я понимаю. Ты из Ауха, да? Да, из Ауха. Но для меня новость, что присоединились в 2021 году. Но то, что я слышал, это после высылки в основном. Не, ты не понял. Нет. Аух, весь Аух, был присоединен в 1921 году. Можешь посмотреть. Во времена создания. А до этого Аух никогда не входил в Дагестан. Даже во время имама Шамиля он не входил в Дагестан. Это было наибство отдельное, но он не входил в состав Дагестана. Вот. Так я почему хочу сказать, к чему я это хочу сказать. Появились некоторые видео, которые я хочу с вами поделиться и показать вам. И чтобы вы мне сказали ваше мнение. Ничего специального, заказного нету. Мы ко всем народам относимся хорошо, но поскольку сделан этот ролик, я хочу, чтобы вы с ним ознакомились. Кто-то, и микрофон, так, посмотрите этот ролик. В наше время пошла сильная мода на историю. Все хотят выставить своих предков, свой народ мужественным, благородным, завоевателями территории, распространителями религии. У некоторых народов действительно есть очень богатая история, есть свои герои, у некоторых есть полугерои. А у тех, у кого они нет, у них обычно бывает привычка вот 15-16 век и придумать там, где ничего не докажешь. И вот
недавно я наткнулся в интернете, есть такая социальная сеть, называется «Одноклассники». И там официальная страница народа кумыков. Называется эта страница «Кумуклары», что при переводе означает «кумыки». Это второй этнос по численности на территории Дагестана, также на территории Чечни. Во много селения компактно проживают с чеченцами и в Хасавюртовском районе, и в Бабаюртовском районе, и в Гудермесском районе. Всегда считались добропорядочными соседями, союзниками. В ходе изучения вот этой страницы там очень много информации, фото спортсменов, деятелей культуры, здравоохранения, ученые, алимы. Но в ходе ведения этой страницы админ заявляет некоторые странные вещи. Там он написал, что больше всего противостояние с Россией на Кавказе было у кумыкского народа, что все сражения с Россией у них с переменным успехом, то Россия выиграла, то кумыки, то ни один кумык им пленным живым не сдавался, что кумыкский мулла Очер Хаджи зарезал 2 генералов, что больше всего противостояние с Ермолом было у кумыков, что он сжег очень много кумыкских селений, что территория кумыков была от Каспия до Кабарды, и что в старину им дань платили и чеченцы, а пробратский им ингушский народ, они вообще заявляют, что они их убивали за отказ принять ислам и за то, что они носили кресты. И самое, что интересно, они пишут, что даже сам Сталин жалел, что он не родился кумыком, и что он заявил: спрячьте историю кумыков, если они найдут ее, то они умрут от гордости. Так как я никогда Сталина не считал за мужчину, это был обычный уголовник, я начал искать историю кумыков. Я хочу подробно и другим тоже рассказать о них. Они бросают огород камушек чеченцев и ингушей, утверждая, что они платили им дань и что они убивали за отказ принять ислам. Во-первых, Султамут никаким шейхом не был. Это был человек, который был изгнан своими братьями. Чеченцы приютили его, приняли, дали ему участок земли возле Эндерея. И в 1722 году, когда произошла первая битва чеченцев с войсками, с передовым отрядом Петра I напротив Эндерея, Султамут никакого участия там не принимал. И после того, как был разбит передовой отряд, Петр I это не простил чеченцам, начались репрессии, чеченцам пришлось уйти из Эндерея. И Султамут начал грамотно рассаживать там своих людей, привозить их из Тарков. Потом у чеченцев была битва с калмыцким ханом, Аюб-ханом. Им пришлось отойти дальше горы. И на всех завоеванных землях вырастали вот кумыкские аулы с кумыкскими названиями. Но самая такая золотая пора для кумыков настала, когда на Кавказ был назначен
генерал Ермолов. Ермолов, как всем известно, был безродным, нищим. Ни одна дворянская семья в России не выдала за нее свою дочь. И когда он прибыл на Кавказ, он основал свою ставку в Мехтулинском ханстве. Мехтулинское ханство входило 13 кумыкских аулов. И когда он разместился со своими солдатами, увидел нравы и обычаи этого народа, Ермолов заявил, что это и есть Магометов рай на земле. Заключить. Так называемый кибинный. Вот при помощи своего великого зятя, ихними руками, ихними подсказками, уничтожались все чеченские селения, и на их месте вырастали селения с кумыкскими названиями. Там на своей странице он утверждает, что Ермолов сжигал кумыкские селения и приводит название Даде-юрт, Азамат-юрт и другие, хотя всем известно, что Даде-юрты были все чеченцы, выходцы из Тайпацан-2 и Харачои. Ни одного сражения с кумыками у них не было, наоборот, Ермолов очень любил их свадьбы, отдыхать там, прикалываться над ними. Это очень хорошо рассказывает бывший министр культуры Российской Федерации Мединский. Можете посмотреть в интернете, на Ютубе. Его фильмы называются «Слабость силы», Ермолов и его жены. Если кумыкам интересна их история и какие земли им принадлежат, так как они утверждают, что чуть ли не весь Кавказ был ихним. Весь Кавказ не скажу, но пол Кавказа, можно считать, принадлежало им, пока был жив их великий зять Ермолов. Они также могут утверждать и заявить свои права на город Орел, который находится в Российской Федерации, где похоронен генерал Ермолов. Особо за его могилой никто не ухаживает. Эта могила часто бывает завалена мусором, несколько раз расхищена. Там же, рядом с генералом Ермоловым, похоронен его сын от кумычки Клавдии. Они спокойно могут заявить свои права на этот город, на это кладбище, потому что основная история их похоронена там. Очерхаджи, мулла, который убил двух генералов, не был кумыком, это был чеченец из Тайпа Гендергиной. Все это знают. Вместо того, чтобы увешивать портреты Султанмута, других непонятных людей, справедливо было бы, если бы они при въезде во все аулы вывесили портреты Тотай, потому что самый большой вклад в ихнюю культуру, самое большое завоевание земель, территорий, особенно чеченских, произошло за ее счет и за ее замужество. Также они могли бы построить зиярат на ее могиле. Она похоронена, село
в селе Гели. Рядом похоронена с ней ее дочь, совместная дочь от брака с Ермоловым. И как они могут быть распространителем ислама, когда они утверждают, что все 3 брака с Ермолом были шариатскими, хотя вся Россия, все знают, что Ермолов был православным, а Сюйду, Тотай и Султанум считались мусульманскими суннитками. И еще скажу насчет того, где этот админ заявляет, что в старину кумыкам дань платили чеченцы, что ингушей они убивали за отказ принять ислам. Я помню, в моей юности был такой анекдот. Прочитал книгу про шейха Мансура и про имама Шамиля. Обиженный кумык зашел в библиотеку и возмущенно сказал библиотекарше: дайте мне книгу про храброго кумыка. Библиотекарша посмотрела на него с ухмылкой и ответила, говорят, фантастика на 2-м этаже. Поэтому, прежде чем кидать камни, огород другого народа, народ, который прошел через очень многое, имеет очень большую историю, воспет во многих песнях, отражен во многих Надеюсь, всем было слышно, надеюсь, всем было понятно. Дальше там осталось минуты где-то. И сейчас, что касается данного текста, эта группа, конечно же, есть, она существует. И меня нету в Одноклассниках. Дело в том, что ролик прислали мне проверить, и какие соответствуют действительности, какие не соответствуют действительности. Конечно же, безусловно, Ачар Хаджи никогда не был никаким кумыкским муллой. Он является представителем чеченцев из тейпа Гендергной, абсолютно верно. Эту информацию мы публиковали, я, кажется, из десятки, если не 20 разных источников публиковал эту ситуацию Грекова Лесневича, на которого непосредственно убил Ачар Хаджи. Его прямой потомок, вы помните, еще лет 5 тому назад я опубликовал видео и на Фейсбуке заявил, что он является прямым потомком Ачар Хаджи, что он гендергноевец, и как они уже непосредственно с Маиртупа, Урус-Мартан и так далее ушли, как их преследовали из-за этой фамилии, за то, что они убили, точнее его прадед, получается, убил 2 генералов царской России. Поэтому, по крайней мере, рассказывать сказки, говорить можно бесконечно. Возможно, я бы не публиковал это, и я, точнее, не публиковал. Вы слышали все это, и это не в первый раз. Когда делаются вот такие вот заявления, вы платили дань, вы делали это, вы делали то, конечно же, приходится отвечать, потому что если нет, это берут за слабость. То есть это люди смотрят, а люди многие растут в интернете, смотрят видеороликов, смотрят. И в конце концов мы получаем целое поколение, которые выросли на этих рассказах, и люди из-за этого бывают введены в заблуждение. Да, абсолютно верно. Башлам, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллах herdeйл салам маршал апин хиятам хилдах. Чат таку шан бусул шнахан масал амин. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Я думаю, что вот сейчас вы выслушали, и кто-то, и ты слышал, и остальные, все, кто у нас в телеграм-чате сидит, все, кто в инстаграм и в ютубе. Я стал перед дилеммой, стоит ли
публиковать эту информацию или не стоит? Делать ли это или не делать? Конечно же, безусловно, этот парень, многие вещи абсолютно достоверные, их можно пройтись по Гуглу, даже загуглить, и можете увидеть все остальное. Все, что касается, это абсолютно верно. Еще этот нарнийский шейх Бузуртанов тоже рассказывал эти сказки, печатал эту ерунду и говорил, что якобы жены Ермолова были чеченками. Еще в тот период, из официальной версии, причем публиковавшей самими историками и кумыкскими историками, эту информацию я публиковал и говорил еще в то время. Опять же, это личное дело их, если это не касается нас. Когда задевает нас, нам приходится отвечать. Отвечать, рассказывать, что же было на самом деле, каково это, когда тебе уже начинают приносить вот такого рода информацию, преподносить и говорить, вот это правда, а то, что вы говорите, все недостоверно и неверно. Опять же, я много раз в своих эфирах и говорил, да, вне всякого сомнения, это не касается всего народа. Может, один человек какой-то глупый, вполне даже необразованный, мог собрать это все. Но там сидит огромное количество людей, которые пишут, восхищаются и так далее и тому подобное. Откуда им знать, это правда или нет, если они потом завтра расскажут своим детям и так далее и тому подобное. Всегда есть люди, которые хотят сказать. Но и что же касается хорошего, было ли, конечно же, было и хорошее, и мы это знаем, и взаимоотношения, и на нашей территории компактно проживают и кумыки, достаточно очень хорошие, очень доброжелательные. Мы не говорим сейчас обо всем народе непосредственно, но мы говорим о людях, некоторые люди, которые проживают вне нашей территории, решили или вздумали написать такое, и, конечно же, если умалчивать, еще раз повторюсь, возникают проблемы в будущем. Точно такой же философ или историк, академика мы его мне назвали, который якобы придет ко мне в эфир, вы знаете, вы помните, я его принимал к себе в эфир, он тоже нам рассказывал чуть ли вторую до Чеченской войны, что мы были такие. Он мне написал сообщение, что якобы чеченцы должны заплатить дань за 200 лет, то есть с 17-го, 18-го, 200 или 300 лет за то, что вот этот период, который они не платили за эти земли, должны заплатить. Но вообще смешно выглядит это и то, что Дади-юрт или Азамат-юрт, что являются кумыкскими. Это вообще какое отношение они имеют? Такое же отношение Дади-юрту имеют кумыки, как и Ачархаджи имеет отношение к кумыкам. Никакого не имеет отношения. Никакого. Кроме как непосредственно они были нашими соседями и были достойны. Поэтому здесь нету где-то ты поднимаешь сумму своих слов, где-то кто-то либо другой начинает высказываться и говорить о братстве, о мусульманстве, единстве Кавказа и так далее и тому подобное. Уважаемые друзья и братья, единство и братство, дружба на Кавказе может быть только в одном случае, если мы начнем говорить друг другу, по крайней мере, правду. И говорить нужно правду, невзирая ни на что. Если были проблемы, да, мы говорили, я много раз в эфирах у себя говорил, что мы приглашали кумыкских князей, есть на то документы, что давали. Когда-то, где-то за Сулаком, где они там в Тарках или в Шамхальстве Тарковского, что они делали, меня это абсолютно не касается. Честное слово. Но вот когда начинают переходить границу, сейчас уже оказалось, что вот эти силы Петра I и Апраксина, которые первые пришли, которых опрокинули чеченцы, сейчас их вообще они пытаются убрать оттуда слово чеченцы, якобы все это они делают. Или говорят, что они там воевали за свободу. Нет, конечно же. Возможно, где-то воевали, но
поэтому мы пытаемся максимально сказать так, как есть. Если у вас есть вопросы, аудио вопросы через Telegram, заходите, задавайте. Или же отправляйте запрос через Instagram, или же через YouTube. Ибрахим, какие бы вопросы не приходили на YouTube, я прошу тебя сразу пересылать сюда. Мне пока нету вопросов. Шах, я тебя слышу, но я сейчас в прямом эфире, надеюсь, ты слышишь. Да, мы завтра в 8 утра выйдем. Та проблема, от 8 так 8. Я всегда за. Что бы кто ни говорил, что бы кто ни делал, ко мне приходят с огромными с текстами. Есть определенные люди, которые даже на родном языке. Мне сегодня один из модераторов передает текст. Мне, честно сказать, я его не буду зачитывать, мне стыдно. Мне стыдно, реально я посмеялся. Почему? Потому что этот модератор говорит, что он написал текст чуть ли не на целый листок, и где указывает и говорит, что ты не то, что не умеешь писать на родном языке, а этот текст, чтобы было вам понятно. Там большой текст про смысл слова «усы» и «борода» на чеченском языке, то есть лингвистический анализ, исторический анализ. И он написал, ты не умеешь на чеченском, если ты не понимаешь, я напишу, там на чеченском написал, потом на русском написал, но это было стыдно. Мне было стыдно, не то, что перед этим модератором было мне стыдно. Дело в том, что этот текст написан не мной. Этот текст сделан репост. Это репост. И человек его написал как раз-таки настоящий историк, со всеми ссылками, со всем анализом лингвистическим и историческим, если даже и археологическим. Внизу написано, что этот материал взят у того-то, у того-то, у того-то. И этот человек мне пытается навязывать какие-то свои идеи. Уважаемые друзья, никаких проблем нету. Ингуш ты, кабардинец, осетин, дагестанец, без разницы. Это площадка, историческая платформа. Она состоит для всех людей, понимаете, тот, кто хочет поговорить, тот, кто хочет рассказать или высказаться по тому или иному историческому вопросу, географическому вопросу или культурному вопросу. Здесь никаких проблем нету. Если я взял материал, не зная, он пытается тем самым перед другими блеснуть, показать, что он умный, что он гениальный. Модератор ему пишет, и я всем модераторам сказал, если вам будут садиться на уши и говорить, насколько вы крутые, там, что они такие пафосные, зовите всех в эфир. Пускай приходят. Я не всегда успеваю. Я днем работаю, ночью. Вот это мое хобби, понимаете. Я пытаюсь, пока подготовлю материал, пока закину и делаю стримы. Вот сейчас опять мы возродили нашу работу. Мне некогда бывает все это читать, если я просто заглавное смотрю, что главное, что важно. И я отвечаю. Модераторы мне это скидывают. Но это было позорно. Взрослый человек, которому, я не знаю, может 50, может 60, может женщина. А может он вообще не нашей национальности. У нас есть некоторые люди, которые проживали в Грозном, потом уехали и сегодня могут писать спокойно на нашем языке, без всяких проблем. Поскольку у нас один язык. А это написал кандидат исторических наук. То есть со всеми орфографическими, лингвистическими, все как должно быть. Это просто, я не делаю перепост. Я человеку говорю и беру у него материал, разрешение спрашиваю и публикую то, что мне интересно. И таким образом я публиковал. И причем я там же указал, что я взял этот материал. А этот глупец, который мне годится в отцы, или глупец, или, я не знаю, нарниец, не нарниец, пишет там, что ты обучаешь людей, сам не зная этого и так далее. То есть ерунду написал, честное слово, ерунду. И всех людей, которые сидят и которых мы обсуждаем, будь то вопрос Махмуда Симбаева, будь то вопрос никабов, который мы там пишем или обсуждаем, или спортсменов, или этикета, европейского или нашего, без разницы. Будьте любезны, заходите в эфир, имейте мужество и достоинство, и в эфире расскажите, что правильно, что нет.
Я здесь никого не матерю, я здесь никого не оскорбляю. Я объясняю всем историю так, как я ее знаю, как я ее слышу, как я ее читаю. Понимаете? У меня есть эти книги. И плюс еще, достойным братьям я говорю, не пишите, тут твои подписчики такое пишут, они националисты. Мои подписчики это пишут, это их личное дело. Мат неприемлем. Остальное, если они говорят, если они какие-то националистические у них взгляды, пускай, но они пишут, они не матерят вас, не говорят про разные гениталии ваших отцов и матерей, как многие пытаются это делать. И так далее. Бескультурно речь, если они ведут, они не должны этого делать. А мнение людей пускай высказывают. Если это мнение лживое, я скажу, что это фейк, и буду его опровергать. Вы знаете хадис нашего любимого пророка. Тот, кто врет, тот не из моей умы. Если я не ошибаюсь, такой хадис есть. Если нету, или то, что он это сказал или высказался. Поэтому, если не трогают нас, я не трогаю никого. Если задевают, допустим, пример я привожу. Пока, если у вас есть вопросы, еще раз повторюсь, если не хотите показывать лицо, зайдите на наш телеграм-канал. Там сейчас идет прямой эфир. Этот эфир, который в Инстаграме, в Ютубе, и есть Телеграм. Вы можете, не показывая лицо, нажать кнопку запроса и задать вопрос аудиоверсии. Аудио. Если вы не хотите выйти в прямой эфир в Инстаграм. Так вот. Я опубликовал письмо, которое духовенство Кабардино-Балкарии, адыгов духовенства, которое написало, что они противники войны и так далее и тому подобное. Этот вопрос не касается абсолютно ни ингушей, ни дагестанцев, никого. Это касается непосредственно чеченцев, нохчи и адыгов. Благодарен. Под него пишет мне один из братьев, говорит, вот ты через плечо благодаришь каких-то своих братьев, там, черкесов, а вот мы столько сделали и так далее и тому подобное. После почти что получасовой дискуссии я ему поясняю, я не обязан говорить или писать, если у вас есть такой же документ, где ваше духовенство в 93-4 году написало, что мы такие-то, мы против этого. Если у вас есть бумажный вариант этого документа, пришлите, я опубликую. Мне адыги довели до меня, я опубликовал его. Огромная им благодарность за то, что они дали, точнее, отправили это письмо. То есть речь ни о чем, идет почти что полчаса разговоры, вы нас не похвалили, вы нам не сказали, зачем я это должен делать? Прислали, он говорит, вот модератор написал, пришлите ваш вариант. Он скидывает этот вариант, там обращение к чеченскому народу Аушева 94 года. Причем тут обращение ингушского главы республики, обращение к чеченцам и обращение адыгов к правительству Российской Федерации, которое просит не начинать войну. Поэтому непосредственно мы бы, наверное, только и публиковали информацию о нашей истории, о нашей географии, культуре. У меня шапка всегда стоит, и я довожу до каждого. Специально. Больше всего нервируют, и они начинают проклинать меня, оскорбления сыпать, где написано сначала «Ассаламу алейкум», «Добрый день» на чеченском языке и на русском «Добрый день». «Дедик хейл» и на русском там «Добрый день». Историческая там правда о дзурзукском, кистинском, чеченском, нахчийском народе. Вот это их просто убивает, их просто выворачивает наизнанку, когда я говорю, что это наше название, и дзурзуки, и кистинцы, и так далее. Поэтому это их я не знаю почему, хотя это... Ладно, сейчас у нас вопрос от Аскавказ. Я слушаю, задавайте вопрос. Аскавказ.
Что? Короче, еще один из домой. Одного осла отправили, который даже боится отправить свое голосовое сообщение. Изменив голос, что-то шебечет, что-то плачет. И вот мне непонятно вот эти возмущения. Еще раз говорю, если вопрос касается нас, мы это обсуждаем. Не касается, нам это не интересно. Саламу алейкум. Барслан, видишь, могли распашхуба Асунж вообще хэшвацер. Он, видать, через эту программу пытался прогнать, голос изменить. И хотел через него. А? Ну, я тебе говорю, он изменил голос. Я не могу вообще хэшвацер. Поверь мне, они зайдут. Он зайдет еще раз. Уже с другой аватарки. Поэтому я еще раз говорю. Если нету мата, если нету оскорбления, пускай задают вопрос. Я не против. Салам алейкум, алейкум. Можно спросить у Башлама. Правда, что когда все главы СКФО подписали наведение конституционного порядка, кроме главы 2 республик? Я не могу сказать это официально. Поскольку, насколько я знаю только министра юстиции, который в Совете Федерации, или как правильно будет сказать, который выступил. Это сенатор от республики Адыгея, Карачаево-Черкесии, кажется. Вот его я знаю, от адыгов выступил и против, и не подписал этот документ. Что касается, вот сейчас у нас появился документ от и муфтията республики Карачаево-Черкесия, Адыгея, ну, от адыгов, куда я его опубликовал на нашей странице, где они призывают к миру, чтобы не начинали к войне. Что касается митингов против войны в Чечне, я скажу так, такие митинги были. Они были в Нальчике, они были в Махачкале, вот, то, что я видел митинги. И где я еще видел? Больше... Там тоже был большой салам-маршал. Не, это не митинг против войны. Это они встречали Бориса Николаевича Ельцина. Там не митинг против войны был. Это был непосредственно другой. Но я не знаю, возможно, и там, ну, насколько мы знаем, там было противостояние, и есть это видео хроники, где представители непосредственно жители Республики Ингушетия преграждали дороги военной колонии. Такое тоже есть. Но что касается ауховцев, они до последнего не то, что, ну, короче, исторически, я думаю, вы можете, Красный Горшок это очень сильно пытался довести до руководства и до других представителей специальных служб, что якобы ауховцы, акинцы противостояли и не позволяли, даже воровали солдат, чтобы они не прошли через Дагестан в Чечню. Это первая военная кампания, первая чеченская война. Вот он доносил, а на видео и информационных, то есть и в новостях это тоже есть. Как и в Ингушетии, только более масштабно было в Аухе. Но ауховцы никогда в жизни не говорили об этом и не говорили, поскольку они являются единым с нами народом, не упрекали, не сказали об этом ни слова. То есть такого не было. И даже то, что они до последнего принимали, отдавали все, они не так богато живут, но во время Первой войны они приняли больше даже, чем могли принять, и последнюю скотину или птицу полностью ради того, чтобы накормить беженцев, все это делали. И кумыки это делали, и в основе своей, конечно же, это делали ауховцы, за что огромная благодарность от их же народа, от нас им. И никогда, насколько я знаю, никогда я не видел ни упрека, ничего подобного. Вот. Башлам в Махачкале был митинг, не надо говорить, есть об этом. Я прошу не лукавить. Есть видеоматериал и есть видеоролик, где в Махачкале проходил митинг против боевых действий, против войны.
Поэтому... В Японии тоже были митинги против этой войны. Ну, нет, подожди, там вопрос не об этом. В Японии были, в Америке, Германии, это не непосредственно наши соседние регионы. Я говорю о соседних регионах. Так-то и через Горную Чечню тоже, через Грузию тоже никто не заходил. Но, однако, есть информация, и мне кто-то упрекал и говорил, что некоторые самолеты бомбили, им дали воздушное пространство бомбить через территорию Грузии. Это в первую чеченскую кампанию. Достоверно ли это или нет, я не знаю. Другие упрекают там, что в Моздоке дали. Моздок — это военный город, это форпост. Всегда был, есть и остается. Кем бы он ни был, под каким бы он сегодня не был непосредственно руководством, Осетия это или любого другого, даже если бы он был кабардинским, если сегодня мы все являемся субъектами федерации, они не могут ничего сделать. Это закрытые объекты, военный город в основном. И аэропорта, откуда хотят. Я, опять же, не защищаю, если мы говорим об истории. То есть Первая война — это очень несправедливая, очень история, поэтому я не хочу затрагивать, честно сказать, историю, новейшую историю, это всегда проблема. Поэтому то, что я видел, есть видео подтверждение материала, в Махачкале был митинг, в Нальчике был митинг. То, что ауховцы и ингуши некоторые перегородили колонны дорогу, это тоже было. Остальные, я не знаю, кто у нас. Ставропольский край, само собой, этого делать не обязан. Башлам, кто такой красный горшок? Гейн Гудриан. Я думаю, все мои слушатели, которые слушают, знают, он ходит в красной тюбетейке и рассказывает всем сказки, небылицы о том, что дважды герой, он доктор, кандидат исторических наук и так далее. Я не хочу называть и делать этому человеку пиар, но все понимают, о ком я говорю, и все видели прекрасно, как он занимался фитной во время проблем с нашими братьями-ингушами и с решением вопроса по границам с Республикой Дагестан. Если есть вопросы, задавайте. И пока задают вопросы, хочу поблагодарить за поддержку нашего канала. Наш канал поддержал и задонатил наш брат Иса Гудурмеский. Вот он. В преддверии войны 94 года там митингов не было. Я видел митинг, где они говорили, что нельзя допустить «Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху», где нельзя, чтобы не проводили военную кампанию в Чеченской Республике. Этот митинг есть на видеохостинге, вы можете посмотреть в Ютубе тоже. Ассаламу алейкум, хорошо. Хорошо, ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Я видел, этот видеоролик, где проходил этот митинг в Махачкале, и есть живые свидетели, даже мои родственники, которые участвовали, в этом митинге. Но этот митинг не был проведен против ввода войск в Чеченскую Республику Ичкерия, а именно митинг, который поддерживал независимость Чеченской Республики Ичкерия. То есть вы путаете это, уже после в преддверии войны, военных действий 94-го, в начале 94-го года, когда все поняли, что война неизбежна в Чечне, вот в этот момент, самый нужный момент для чеченского народа, в Махачкале не проводилось никаких митингов. Понимаешь? А уже в начале 90-й год, 91-й, 2-й, это митинг. Знаешь, как тот человек, который его загрузил на видеохостинг в Ютубе, он подписал его, что это митинг против войны в Чечне. Этот ролик по интернету именно таким образом.
Если это недостоверно, я прошу прощения, как указывает наш зритель, за что ему огромная благодарность, наш брат. Если это был митинг непосредственно начала 90-х годов, то еще не понятно, почему это было, Эрик. А если Башла Модухай, если они были против введения ельцинского, введения конституционного порядка, как они считают, да, в Чечне, они должны были, если они против, действительно против войны в Чечне, они должны были выходить уже в начале военных действий в Чечне в 1994 году, да, то есть никаких митингов в это время они не проводили. То есть в 90-м году, 91 году, когда мы объявили о своей независимости, они просто состоялась в Махачкале на площади, состоялась просто митинг, который они из трибуны, даже их чиновники кричали, что они поддерживают независимость. Я понял тебя. То есть, значит, намеренно забрасывают информацию, лживую информацию для того, чтобы показать, значит, это ложь и недостоверно. Тогда мы в следующий раз в эфире и вообще я больше не буду упоминать и скажу, что есть такой фейковый ролик, который не относится к тому, чтобы не было войны в Чечне, а он относился непосредственно к тому, что чеченцы имеют право на независимость. Я правильно тебя понял? Да, еще мало того, я скажу, знаешь еще, что уже война, когда уже началась война в Чечне, даже эти дагестанцы, чиновники, они поддержали, наоборот, они поддержали войну в Чечне. Ну, остальные нюансы, я думаю, да, мы это знаем, я думаю, повторяться. Я не про 99-й год говорю, который они колонну в то время, да, в 99-м году, в то время, когда они танцевали там с солдатами, но это я знаю, которые двигаются в Чечню, да, и дают швацу. Именно в начале 94-м году там дабулушая надол нигде, короче, поголовно Дагестанч поддержать Бенир. Хочу Туамба был эскер полный поддержать Бенацар. Это РСЛ, все я понял. Когда этот, как говорится, митинг отменяется, и он был посвящен совсем другому. Но я хочу довести до вас, если вы увидите даже в Ютубе. У тебя есть еще вопрос или все? Нет, у меня все. Спасибо. Все, да, дал всегда. Тогда, чтобы непосредственно нам было понятно и ясно, если вы увидите такой ролик, где написано, что якобы это митинг против войны в Чечне, проходившейся в Махачкале, а мне скинули его именно под таким названием, знайте, что это фейк, и это митинг, к сожалению, или к радости, был предназначен совсем к другому мероприятию. Поэтому вот вы видели пример того, что любой человек может Эльбиева Мария пишет, если меня память не подводит, в 1994 году был марш мира от Каспии до Ставропольского края. Я видел тоже, но не знаю, был ли он от Каспия, но я видел это. Башлам, несколько лет назад распространяли в интернете, что в Чечне за нас погибло 5 миллионов ингушей, и что до Кавказской войны их было. Но это, конечно же, ерунда. Расул, такие вещи... Бюстик Хилда, дал Юзил Альбиева Мария. Не верьте, это недостоверно, конечно же, не было. Если вы хотите исторически узнать, первое упоминание, статистические данные, которые упоминаются в 1801-1810 году, всех вместе взятых, женщин, детей, стариков, всех вместе взятых, тех, кого приписывали к ингушам, было от 8 до 9 тысяч. Это начало 19
XIX века, чтобы вы понимали. То есть никаких миллионах речи не было и быть не может. Это просто-напросто из ряда нарнийских сказок. Вот. Мне некоторые люди тоже пытались доказывать и говорить, что якобы у нас было 10 миллионов, что ли, от 10 миллионов до 15 миллионов нашего населения. Это тоже является ложью и недостоверной информацией. Разрешить. Вот. Прошу, поэтому разницы нету, наша или нет. У меня под руками есть, в основном под руками есть любой материал, который нас интересует. Можно взять любую книгу, зачитать и вам подтвердить. Опять же, для кого какие материалы. Если вы такой же Чекиндез, там, как у нас есть, да, Дэйв Чекиндезович, который говорит, что все книги, написанные русскими, они являются недостоверными, тогда, извините, у меня нету других книг. У меня есть грузинские, у меня есть российские ученые, есть чеченские ученые, есть ингушские ученые, вот, есть историки, материалы, как говорится, документы, которые мы можем использовать в качестве доказательства. Истину знает только Всевышний Аллах, мы только можем предполагать и показывать. Дальше. Уже как-то не существует, в 19 веке все прописывают вот так. Послушайте, друзья, я не хочу вот сейчас существует, не существует, это не вопрос ко мне. Я прошу со мной на эту тему полемикой не заниматься, потому что, вы знаете, я прекрасно владею информацией, прекрасно владею, знаю, когда была основана эта непосредственно автономия, когда все это происходило, поэтому для меня это абсолютно никакая не новость. Но здесь в основе своей мы вот зачитали, вот вы слышали почти что 14 минут видеоролик, где люди говорят, что Ачир-Хаджи, что там земли, что чеченские села, что все остальные и так далее, и тому подобное, они приписывают к себе. И располагают именно на своем канале в Одноклассниках. Ну, не попадись туда чеченец какой-нибудь, который заинтересован в этом, которому интересно было зайти туда, прочитать, послушать все это так бы и осталось бы, и все бы ничего, если бы это нас не касалось. Но если нас задевают, приходится отвечать. Какими бы хорошими остальные не были, но или они сами должны прекратить вот эту ерунду. Мы знаем прекрасно, что даже во времена первого имама Кавказа огромное количество кумыков было на стороне шейха Мансура, что боролись там за освободительное движение против царской России. Но мы об этом говорите. Это исторические факты, которые говорят все. И сами кумыки говорят, и документы говорят. Но и ради этого, то, что они были где-то с нами хорошо, а мы должны промолчать, что ли, в этом плане? Нет, конечно же. Вот так молчали с начала 90-х годов, пока шла война, пока в Чечне все происходило. Люди все, что хотели, говорили, писали, сколько книг о нас, сколько гадостей написано. Сколько, вы просто не представляете. Эти статьи искать, выискивать, все, опровергать. 1400, из них 300-400 карт у меня до сих пор, которые я даже не успел опубликовать. Материалов, которых просто уйма. Все, что касается нашей истории. И среди них опровержение как минимум 150 или 200. Разных материалов. Поэтому, ну вот, зашел нарниец, видите, вот все, что он зашел в эфир, нет, поговорить, нормально, все, что вот, видите, он показывает свою нетрадиционную сексуальную ориентацию и свой грязный язык. И как я после этого, не знаю, от кого появился этот человек, должен его оставить? Скажите мне, как? Каким образом нужно отвечать? Вот у них все, вот их ориентация
Вот его ориентация, уже видно, что он написал. Поэтому что мы говорим? Мы показываем, кто он есть. И слышно? Да. Что-то. Так. Куш вацвацы? Телеграм чабаха. Телеграм чаб, гуш воцы, хорошо. Слышно. Салам алейкум, рахматуллах. Гушу. Алейкум салам. Что-то связь прервалась. Ну, постараем, посмотрим. Уже, наверное, есть запрос. Чья это рюшья? Чумовельная. Смотрите, пока связь налаживается, я хотел бы сказать вот о чем. Моменты высказывания Йоник ответит от Цахай Велису. Что касается Марии Темрюковны, то, что я непосредственно буду про историю говорить, да? Что касается Марии Темрюковны, и что якобы Темрюк позвал российские войска и так далее и тому подобное. Непосредственно непосредственно то, что мы говорим и рассказываем, что касается истории, уже доказанный факт, что Иван Грозный, как таковой, экспансию на Кавказ не распространял. То есть у него были какие-то моменты, там он продвигался на Северный Кавказ, но не такими силами. А то, что происходило уже более поздний период, то есть это уже ближе к 18 веку, это совсем другая ситуация. В этот момент, конечно же, непосредственно мы знаем и говорим о других вещах. И сегодня, когда мы утверждаем, что позвал или тот, или этот народ позвал якобы кого-то на Кавказ, приглашал, будь то кабардинцы, будь то другое, это неверно. Любая империя, при том, когда она становится, расширяется, идет дальше, формирует и строит свое государство, оно или договаривается, если согласны есть, или же непосредственно тех, кто не соглашается, они становятся или же участниками данной войны. Поэтому Темрюк был всего лишь одним из князей, который отвечал там за адыгов. Что касается остальных моментов, честно сказать, я Юний старший, это его мнение, высказывание, это его личное дело. Я с многими вещами не согласен, потому что для меня сегодня существует две республики и два как бы раздельных субъекта. Нохче это Нохче, Алла это Алла. И если все хорошо будет в Ингушетии, я буду только рад. Что касается людей, которые лгут, врут и оскорбляют или что-либо другое, за это отвечать всегда приходится. Если имеется в виду, перед Всевышним придется отвечать. Моя цель довести до людей и рассказать людям историю. У меня нету цели рассорить людей, поссорить между собой или заниматься какой-то политической деятельностью. С другой стороны, Юни говорит и указывает, и говорит, что мы говорим столько, сколько нам позволяет власть. Абсолютно верно. Абсолютно свободной власти нету нигде, ни в одной стране мира. Нету ее просто-напросто. Ее не существует. Ни в Штатах нет, ни в Европе нет, нигде нет.
Об этом, если вы видели интервью Дурова, если я не ошибаюсь, он рассказывает о своем телеграм-канале, когда он поехал в Штаты, пытался там уже на базе открыть свою социальную сеть, как его технично принуждали давать информацию определенных людей со своей социальной сети, после чего он отказался, уехал куда-то в Дубае вроде бы, если я не ошибаюсь. Конечно же нет. Другое дело, что сегодня власть тебе не запрещает заниматься наукой и исследованием, то есть заниматься историей. У меня нету цели, честно сказать, задеть кого-то или кто от кого появился. Я, во-первых, не генетик, я занимаюсь непосредственно, мое хобби это история. Мое хобби это заниматься, рассказывать историю, даты, культуру, в том плане, чтобы не было опровергнут непосредственная ложь. Ложь касаемо нашего народа. Если не трогают нас, мне не интересна соседняя история, что там происходит. Да, если что-нибудь трагичное происходит у них, я буду говорить слова те, которые непосредственно приводят или соболезнования приносить. Если у них все хорошо, я буду только рад за это. Поэтому, к сожалению, во время эфира я не смог высказаться, поскольку пока мы разговаривали, пока Юрий говорил. Что касается даже тех же моментов, касаемо Осетии, там, лигорцев, кударцев, иронцев, я в этой теме, честно сказать, если бы даже меня спросили, я бы туда не влазил. Мне это не... Но, что касается то, что с тех пор, как построен Моздок, что он был форпостом, что это военный город, это знают все, и ни для кого это не секрет. Я по городам не считаю, кто свой, кто чужой. Потому что так судить людей нельзя. Я не сужу точно так же людей по хорошим и плохим комментариям. Да, Ларвацун. Потому что есть хорошие, есть плохие. Еще раз повторюсь. После общения с нашим братом сегодня, которым мы общались, да, с Ингушом, мы 5 секунд друг друга поняли. Имеется в виду после этого контекста. Потому что нету никакого презрения. И да, и еще плюс хочу, чтобы было понятно. Почему я говорю нарнийцы? Я это повторюсь первый раз. Нарнийцы не имеют национальности. Нарниец может быть и чеченец, и дагестанец, и осетин, и ингуш. Нарниец это люди, часть людей, чтобы не называть национальность, не задевать ничьи чувства. Я специально сказал, люди, которые занимаются ложью, фальсификацией, вот кто является нарнийцем. Поэтому, если мы называем себя культурными людьми, вот я видел здесь много вопросов про бороду, а борода не имеет. Абсолютно верно. Борода, я так, честно сказать, я не знаю, я думаю, что Юний пытался указать, что именно тот, кто носит бороду, непосредственно, это люди, те, которые и пьют, там, занимаются чем-то, таблеточники или алкоголики, что это они пытаются вот именно благородных людей, кто носит бороду, вот, взять у них чисто имидж, вот, какую-то крутую вещь, а крутая вещь это борода. А не проблема в самой бороде. Борода украшает мужчину. Есть хорошо, нету, но не хочет носить, не носи. Что тут уж поделаешь? Я бы тоже, может, хотел бы кучерявые волосы. Но Бог дал, Бог забрал, как говорится. Тут никаких проблем нету. Поэтому многие моменты, я, честно сказать, то, что услышал, они субъективное, как говорится, мнение человека, который там определенно прожил свою жизнь. Меня, еще раз я говорю, я прошу вас об одном. Те, кто заходит в эфир и начинает вести дискуссию, я даю вам место для дискуссии говорить об истории, об культуре, об традициях. Не о слабостях или плохих привычках соседних регионов. Мне это не нужно. Хорошие и плохие есть везде. Те, кто пишет комментариев, если он мужчина, если он достойный человек, ему не нужно нигде прятаться. Он может зайти, отправить запрос, показывая лицо, сказать так-то, так-то, так-то. Хорошее, хорошее, плохое, плохое. Не нужно материться, не нужно оскорблять, не нужно говорить лишних слов. Потому что тут речь даже не в том, что ты сказал когда-то.
кто-то тебя оскорбил. Ну вот я веду эфир, никому ничего не говорю. Один пишет там, что, видать ли, ему не понравился мой вес. Я такой, каким мне создал Всевышний. Это широкая футболка. У меня не такое большое пузо вроде бы, насколько я знаю. Я такой, какой мне Всевышний Аллах создал. Лысые, рыжие, это никого не волнует. Заходит, начинает оскорблять, конечно же, я удаляю этих людей, когда начинают материться, оскорблять. Мы здесь собрались не для того. Я могу просто-напросто тупо зачитывать информацию, которую вы даже никогда и не слышали, и рассказать вам о кестинцах или дзурдзуках, которые сегодня приписывают к себе. Каждый. Я могу с разных версий это рассказать. Поэтому я сегодня специально включил телеграм-канал, чтобы кто хочет, может просто руку поднять, зайти в телеграм и задать вопрос. Или я Ибрагиму говорю: Ибрагим, отправляю вопрос. Но еще раз я говорю, если я выслушиваю кого-то, это еще не обозначает, что я со всеми согласен. Вот точно так же было с Абдул-Насром, который пришел, якобы академик, он кумык и так далее и тому подобное. Он пришел, я выслушал, я молчал, когда он говорит. И многие говорят, вот ему нечего было сказать. Да нет, просто по нашим адатам, когда говорит старший, взрослый человек, ты выслушиваешь до конца. А потом уже, если есть какие-то... А уместны ли эти адаты в таких социальных сетях? Адаты должны быть частью всей жизни нашего народа. Всей жизни, без всякого преувеличения. Я со всем уважением отношусь ко всем матерям любой национальности, к сестрам, ко всем. Поэтому для меня неприемлемы некоторые лексики и некоторые оскорбления людей, которые начинают говорить о каких-то таких вещах. Поэтому, исходя из сказанного, все, кто отправляет вопросы или хочет задать вопрос, или поговорить «Ва алейкум ассалам», я прошу не забывать, о чем вы говорите именно, хотите поговорить, об истории или о чем-либо другом, о культурных традициях. Есть мнение, как в истории было, как есть сейчас. Ну, допустим, зашел брат Умар, он задал вопросы, вышел, зашел с Ауха парень, тоже по истории задал и вышел. Вот конкретика должна быть. Оскорблением, унижением я не занимался и не занимаюсь. Я показываю лицо, я специально веду с вами стрим-дискуссию. Если вы хотите поговорить конкретно о каких-то научных моментах или исследовательских моментах, я с радостью. Если вы просто хотите, чтобы вам зачитали мифы и предания чеченского народа, с радостью. Но не нужно писать вот такие контексты и говорить там, ты неграмотно пишешь, ты там 3-10, когда материал, текст полностью от А до Я взят у, допустим, у доктора исторических наук или у кандидата исторических наук. Возможно, он тем самым пытался каким-то образом оскорбить меня. От того, что коверкают мое имя и пишут, еще раз повторюсь, это не мое имя. Мое имя, данное мне моей бабушкой, моим народом, это Башлам. Остальные исковерканные любые версии, это меня не касается. Я, конечно же, могу написать и сказать, это так, наверное, тебя твой отец зовет или мать. Это можно сделать. Но я тогда приравниваю себя к этому человеку. Поэтому я очень миролюбивый человек. Очень не люблю я, когда начинают задевать конкретно кого-то. Но никому не нравится это. Никто не хочет. Я и Ию не понимаю, с одной стороны, если он там что-то говорит, ему начинают писать, это, конечно же, непосредственно ему неприятно. Я понимаю, когда мне это пишут, я вижу. И с учетом того, что потом еще приходит, заходит наши, начинают учить, и ты говоришь, вот ты так слышал, ты это. Про этот ковчег сколько раз спорил. Споры, когда мы начинаем говорить о чеченских тейпах, это вообще, мы вот в Телеграме, чате, вот в этом чате, в котором сейчас идет эфир, мы начали говорить, мы до 5 утра говорили. И причем началось все ни с того, ни всего, просто-напросто вся вот эта, все эти разговоры, вся эта война
я так считаю, ты так считаешь, к какому тейпу это относится, к какому тейпу это не относится, кто чистый, кто полукровка и так далее и тому подобное. Такие разговоры, конечно, они очень сложно их регулировать, потому что у каждого человека есть свое мнение. И каждая мимика, каждое твое действие имеет за собой последствия. Я, допустим, рассказывал в прошлый раз ситуацию об этом Умара Юбарицу, фамилия Умалто, или Умалатов, он говорил. Он из тейпа его. Я сказал, он Евлоев, я имею в виду не всех Евлоевых, а из тейпа его. Но звучит со стороны, как будто он Евлоев. Нет, у него чеченская фамилия, и об этом уже я вам сказал. Я не заставляю никого быть чеченцем. Валлахи, биллахи, таллахи, нохчи народу это не нужно. Но я прошу, когда я пишу какие-то статьи об адыгах, о других, касающиеся нас, двоих, нас, нохчи и адыгов, там не должны остальные возмущаться этим вопросом. Вот ты не видишь, ты не слышишь. Я вижу, слышу. Если есть хороший момент, где-то важный, допустим, буквально 2 дня тому назад, ситуация, которую описала одна наша сестра из Ингушетии, я ее опубликовал сразу. Хорошая история, жизненная история, когда друг за друга горой стоят. Это хороший пример. Причем со мной связались потом и пояснили, что фотография к данному тексту не имеет отношения. Это другая разборка, тоже чеченцев, но к этой ситуации не имеет. И я исправил снизу, написал, что данная фотография к этой истории не имеет никакого отношения. Я человек, который слышит, слушает. И поэтому со мной можно поговорить, спросить, что я сказал, я правильно выразился или неправильно. Для вас открыты все двери. Отправляйте запросы, заходите в Telegram-чат. На экране. Ибрахим, там показывают наш канал Telegram в YouTube. Задавайте вопросы, если вы не хотите, чтобы показывали ваше лицо. Никаких проблем нету. Но еще раз, я противник любого оскорбления, любого. Даже если это только оскорбление людей по внешнему виду, национальному и так далее. Феминистические взгляды, националистические ячейки были всегда. Они есть везде, в любой республике. Если вы думаете, что в исламском мире таких нету, и в исламском мире есть. Начиная от Турции до Саудовской Аравии. Я про исламский мир говорю. Не исключение, само собой, и христианские какие-то государства, и европейские и так далее. Везде есть. Это мнение людей. Они видят проблему своего народа непосредственно. Или этноса видят в призме того, что там приехали, понаехали и так далее и тому подобное. Я таковой не вижу. Вот ко мне как раз таки я завтра опубликую обязательно. Есть информация, где непосредственно рассказывают о стат-данные, да. А у меня не на этом телефоне, на старом телефоне эти данные. Там написано, что в 1989 году в Чеченской Республике проживает 126 тысяч ингушей. 126 тысяч ингушей. Это на 1989 год. Без малого. К чему я это сейчас рассказываю? Аушев в своем выступлении видео сказал, что беженцы с пригородного района приехали в Чечню, но потом началась здесь война, и двойные беженцы, то есть беженцами, с ингушами, которые были в Чечне, они все уехали потом уже в Ингушетию и заселились в основе своей больше в северную часть Ингушетии. Это из видео Руслана Аушу. Он президент, он первый президент Ингушетии, он, наверное, информацией владеет больше, чем я или кто-либо другой, потому что, наверное, знает, очевидец и непосредственно. Я это сейчас к чему говорю?
Если в 1989 было там 126 тысяч, с учетом того, что почти что сколько с пригородного района, 60, да, тысяч, или 50, или 60 тысяч, такие разные цифры называются. В общем, это 180 тысяч. Число с одной стороны или выше, или ниже, я не знаю. Но все уехали, сказать я тоже не могу, потому что до сих пор большое количество проживает в Грозном, в своих домах, и никаких проблем нету. Даже нету проблем в том, что ты этой национальности или этой национальности. И никогда не было. Я не знаю, вот это изучение истории почему-то перекинулось. Когда заходит ко мне в эфир, я всегда предупреждаю и говорю: уважаемые друзья, уважаемые братья и сестры, я понимаю все. Мне за эти эфиры никто не платит. И вы сюда зашли, не заплатив мне, чтобы я вас допустил в эфир. Мы здесь обсуждаем историю. Не говорите того, что может кого-либо обидеть. Я имею в виду достойных людей. Сделать всех людей, чтобы они понимали, чтобы они были умными, то есть мыслили, как вы, рационально, более здраво, это очень нелегко. Понимаете? Поэтому есть конкретные исторические моменты. Раз задал, ответил, никаких вопросов с этим нет. Мы ответим. Но без всяких оскорблений тогда. Есть ли вопросы в Ютубе? Есть ли желающие? Что-то вы молчите, задавайте вопросы. Еще раз повторюсь. Эфир не по моей прихоти отключился. Я не знаю, что случилось в июне. У него Как там поживает магистр всезнающих наук? Нет, честно, абсолютно не знаю, как он там поживает. Честно сказать, я вообще не закончил свою мысль и выводы. Надеюсь, все поняли, тебя понимаю. Юни, Аллахи, ассаундин мадацу, но у тебя отключился. И я вот сейчас твой комментарий вижу, а твоего запроса нету. Тебя очень плохо, мутно было видно, но в любом случае, я зенеге оставлю шаримом. Это не по моей виду. Кто-то... Ты вопрос хотел задать? Задай. Да, меня же не видно. Нет, конечно. Нет. Ну, просто время такое, не хочется в эфире показываться. Очень мудро, да. Баслам, вот то, что ты проводишь вот эту работу, это очень хорошая работа, которая, у каждого народа есть своя история. И, конечно, мы тоже должны знать свою историю. По поводу вот этого ролика, до этого, то, что мы слушали, я слушал вот этот ролик, да. К сожалению, печально последнее время то, что... Ты говоришь про ролик, который Кумыки, канал Кумыклар. Да. Печально, что и с ингушами у нас такая ситуация сложилась, что отдельным народом выставляют. И та же ситуация есть у нас здесь тоже. Но я не буду за всех говорить, малое количество. И, к примеру, один день я в ТикТоке увидел какой-то ролик, где какой-то флаг сделали, что... И, вот такая идет... Да, я видел, да, мы это обсуждали. Мы там не чеченцы, мы не ингуши, мы акинцы, да, к примеру. Да. И меня этот ролик задел, хотя я тоже являюсь акинцем, да, к примеру, но также мы относим себя к чеченцам. Я захожу в этот профиль и вижу, что там, 15-летний какой-то подросток. Возможно, не знаю, какая ситуация там, вот бывает. Я думаю, что эти ребята уже... Такие я хочу, чтобы мы с тобой все-таки, ты не такой взрослый, поэтому я хочу, чтобы сразу мы с тобой вели живую дискуссию. Таких людей очень мало. Мы публиковали это. А он переделывал тексты, то есть убирал, где написано чеченские воины, он убирал, писал акинские воины.
То есть там моменты есть. И некоторые места мы обнаружили, что он вообще не является акинцем, но все-таки несет вот такую ересь. Это все делается, там есть определенные силы, кто в этом заинтересован. Мы точно так же знаем, что на официальном уровне некоторые акинцы, у которых рождались дети, которые регистрировались, когда выдавали свидетельство о рождении, писали в графу, где должен мать, отец чеченцы, писали отец акинец, мать акинка. Все бы ничего, если бы этот парень не сфотографировал все это, и потом подошел, сказал, с чего вы вдруг написали, что я акинец, а мать акинка. Мы не акинцы, мы по национальности чеченцы, а акинцы это наш тейп или тухум и так далее и тому подобное. И эта фотография, само собой, пришла сюда, к нам, и мы ее опубликовали. Это говорит о многом. Это говорит о том, что, во-первых, нету такой нации, как акинцы, не исторически и никогда не было. Акинцы – это одно из обществ единого народа. Родовая гора и родовые земли акинцев находятся в Чечне, в Нохчиче. И тейп этот называется лам-экты. Понимаешь? И эти все моменты, когда ты объясняешь, да, конечно же, есть глупые люди, которые даже среди нашего народа, когда там начинаешь говорить, не знающие истории, то есть болтуны и пустословы, вот как раз таки их мы называем нордийцы, которые здесь сидят и говорят, акка мюльшба, акка сюлюма, бай сюлюмака. Да нет, просто ты, имбецил, не знаешь историю своего народа. Как попали акинцы в состав Дагестана, ты не знаешь. Как они поселились и кто, какие тейпы. На сегодняшний день, когда мы провели еще 2 года тому назад исследование в Ауховском районе, там проживает 47 тейпов. Из них только 7-9 являются акинцами. Остальные это все тейпы непосредственно проживающие по всей территории Чечни. Не всякую. Я не знаю насчет ингушей, есть там они или нету вообще, но 99%, как и в Панкийском ущелье, там проживают представители нашего народа, то есть нохчи. Поэтому и вот эти моменты, и благо только в этом году мы начали слышать о том, что в Ауховском районе и вообще в этой области проживает до 200 тысяч. Я-то об этом давно говорил. И при пересе, и нестыковке эти вещи мы рассказываем об этом. Но есть люди, те, которые непосредственно сочиняют, и я их называю создунами. Эти создуны нордийские, они сидят, сочиняют флаги, сочиняют гербы. То есть выдумывают, я увидел там красный герб, там черная надпись и так далее и тому подобное. Вот эти вещи делаются целенаправленно. Да, я не исключаю, что определенное время, в советское время, или когда были какие-то проблемы, и у нас есть это в Чечне, некоторые во время войн меняли фамилии, Элбу, Арчи, но это, опять же говорю, там называли, какая нация, они говорили, чтобы не попасть под репрессии, говорили, что они чеченцы, или, точнее, акинцы, или ингуши говорили, или кумыки. Это инстинкт самосохранения. Но я не понимаю, еще раз я повторюсь, я не понимаю, после окончания всех этих проблем, сегодня поменять настоящее имя, фамилию стоит 2500 рублей. Не больше. То есть поменять можно имя, фамилию. Уже не говоря о национальности. Поэтому те люди, которые до сих пор, те люди, которые до сих пор сегодня создают и сочиняют какие-то нации, это разобщает наш единый народ, а после того, как разобщать, я тебе говорю, к чему это ведет. И вот этих маленьких 15-летних утырков, если они являются нашими, если их не остановить в свое время, это разжигает сепаратизм, это делит народ. Потом они скажут, вы не чеченцы, а потом скажут, вы национальное меньшинство там, Дагестана, сидите. Почему я это говорю? Мы видим на примерах нагайцев Дагестана, какое к ним отношение, там сколько, 90 тысяч, кажется, не больше, да? И даже если 90 я записал. Есть другие национальности в Дагестане, но их голос вообще не слышен, и даже что бы они ни говорили, так проще разделить и властвовать над этими людьми, то есть ущемлять. А никто не говорит, что 2660 домов акинцев, исконно принадлежавшихся акинцам, не вернули. То, что те дома, которые по закону о реабилитации должны вернуть ауховцам,
Эти дома, когда они переезжают, новые квартиры, новые дома, выделенные государством взамен, они продают и продают их специально аварцам, специально продают только аварцам, не возвращая чеченцам. И многое другое. Эти инциденты есть, и мы их показываем. И говорим, на каждое 23 февраля руководство региона, да и все почти что маломальски уважающие себе, когда начинают что-то говорить там с Дагестана о нашей несправедливости, им напоминают и говорят, а где справедливость по отношению к нашему народу и к нашим братьям-ауховцам, которые до сих пор не получили ни свои земли, ни свои дома. Олимпийский чемпион Буайсар Сайтиев, который завоевал как никто, ни один спортсмен вот в его стиле, который стал трехкратным олимпийским чемпионом и так далее, до сих пор не может вернуть дом своего родного дедушки. Это разве справедливо? Это разве честно? Это разве по-исламски? Нас объединяющее больше должно быть, чем разъединяющее. Но эти люди, о которых ты говоришь, вот этих молокососов или специально фитначей, их единицы. И даже если мы их находим, мы их должны сразу же привести в себя и дать им знать, кто они есть. И пускай докажут, я говорю любому человеку. Отдельно ахик амду, я мелхик амду, я бенуик амду, я эксбатук амду. Любовник с эфире хавиан. Доказать, дой. Я на все услышания заявлю и скажу, что все, что вы говорите, абсолютно правда, вы являетесь народом и так далее. Вот то, что вот я могу сказать и сделать. Но если вы не можете даже мне, простому блогеру, который закончил ИСТФАК, доказать это, тогда что говорить уже, зачем обманывать людей? Как мобила за вступление? И по поводу вот этой переписи, вот хотелось бы рассказать историю, которая со мной случилась. Ну, я быстренько, да, расскажу. В 2005 году я переехал в Ставропольский край, там сделал прописку уже. И как-то у меня получилось, что мне нужно было поменять паспорт. А потому что я только как бы зарегистрировался, там прописка у меня в архивы были в Хасавюрте. И когда я подал документы, они сказали, вот мы запрос сделаем из Хасавюрта, когда придут, мы тебе бумажку временную дадим. И когда пришло время, я захожу в этот паспортный стол, они мне дали бумажку, я как-то не посмотрел, сразу вышел и сел в машину, думаю, дай посмотрю. И сел в машину, просматривал бумажку, это смотрю, в графе национальность, на тот момент они, ну, как бы писали. Я смотрю, там написано Даргинец. Вот по поводу переписи, вот, что численность неправильно приводят, ну, то, что я столкнулся. И я обратно захожу в этот паспортный стол, дождался очереди, зашел, я им задаю вопрос. Ну, я думал, они ошиблись, потому что на той территории проживало много даргинцев. Я думал, как бы они сами написали. Я им захожу, я говорю, почему вы мне эту национальность написали? Вы как бы на свое усмотрение это сделали. Они мне говорят, нет, мы сделали запрос в архив. То, что с архива пришло, там было написано «Рекидец». То есть, ну, я на месте это все переделал, они зачеркнули, написали чеченец. Но на тот момент я понял, вот когда проходила перепись населения, чтобы нас указать, что нас мало, многих людей записывали как, ну, к другим национальностям приписывали. Я это вот так понял. И поэтому точное количество мы не можем доверять вот этой переписи. Это то, что я сам столкнулся. Да, это хороший, отличный пример. И как бы теперь в дальнейшем уже при изложении данного вопроса по статистическим данным мы его будем, мы будем об этом рассказывать. Да, конечно. Из Хади Шумдуки, в любом случае. Где-то какое-то национальное большинство, то они между собой вот это делают, а вот чеченцев как бы, ну, малочисленные. Да. Не так типа много, они пытаются за счет вот этого делать. И один вопрос пошла. Для начала я сдал такой тест на ДНК. Так. Ну, это я сдал здесь, как бы не в Чечне. И у меня, когда уже, ну, я сдавал их
2 на этническое происхождение и на национальность. Ну, пока я получил на этническое. У меня группа показала G2A1, но место происхождения там написано, указывается срок 13 тысяч лет, Западная Грузия. Но это ничего такого нету для начала. Я правда, честно сказать, что я про такие ДНК, которые показывают национальность, никогда не слышал. Или этнический состав тоже не слышал. Он может показать родство. ДНК не показывает нацию. Никогда не показывает. И весь научный мир говорит об этом. Он показывает родство. А что касается Западной Грузии, тут ничего удивительного нет. У тебя чисто чеченский гаплогруппа J2. Это ничего такого нету. А у многих грузин, которые граничат с нами, и в Хевсурете, и в других Тушете, особенно те по границе, которые с нами живут, показывают J1 или J2. И тут ничего такого нету. Это абсолютно нормально. В этой книге как раз таки, книги 1000 даже, сейчас я скажу, 1900 я зачитывал, 1979 года. Эта книга Слободяна Социолна, точно. Чтобы не... Так, это в Грузии напечатана книга, на улице Кутузова, 19, типография Академии наук Грузии, Тбилиси. Так, тираж 2000 книг. Да. В 1990 году, которая написана книга, здесь собраны все данные грузинских ученых, в основном самых именитых, самых сильных. И здесь говорится, что огромное количество, начиная с 13 века, со времен и Тамерлана, и по 20 век, разные периоды, разное количество эмиграции происходило в Грузию, то есть чеченцев. Вот те, которые сохранили непосредственно и религию, и язык, и все остальное, это нохчи, которые проживают в Фанкийском ущелье, то есть кистинцы. Вот они сохранили без малого 200 лет. Поэтому, конечно, то, что у тебя показало ДНК Западной Грузии, то есть географическое расположение, очаг расположения, как ты говоришь, тут ничего такого нету. Не забывай, что грузины являются одним из автохтонных народов, да и у Леонтия Мравели и у остальных говорится, что мы являемся непосредственно потомками Кавказа, и кроме этого, я скажу, Марда Газул говорил, что мы являемся потомками Иофета, то есть старшего сына пророка Нуха, алейхиссалам, и грузины, и нохчи, и лезгины являются как бы от одного отца и автохтонным народом Кавказа. Тут ничего такого нету. У тебя же не показало место дислокации, я не знаю, Монголия или там Северный Китай. Тебе показало нормально Западная Грузия, это как раз таки нам соседствующие регионы, это вполне можно обосновать. Цацкий стылыш ведри. Ага. Велиро, Оша. Кто-то? Дерес, да, духовой. Муслим, велон. Шестой год Дармиасони, первый два больше. А я статья я рассеял. Московские новости больше. А газета, крупная газета, Советский Союз больше. А Егор Яковлев больше. Главный редактор Орцев. Ну, серьезный человек, серьезная газета. Цодина, общая газета больше, газета. Сюда я статья ее съешь. Первый два больше, это дела, сана беженч, больше сега. Обстрелять, нахбой, сам, и умер кошель. Сюк, салазин, жимяюк. 12-13 лет этой девочке в Москве купись. Москва, и больницы, югиз операции, короче, олк цели, масит операции, очень тяжелый уж. И вот, олк, знаем, девятый, все дом, да, болсу, а я лесю,
Я человек неверующий, олцоцин. А ищела и ногти да олцоцин. Так, юде у ногти. Мы будем Москва, а юде хаю и ногти обои тира на локсе. И те туда, до этого организм я другую кровь не принимал. Именно и ногти те чудо, и те принять то и вахталой. И окурсона. И новая гуня, и не говорит, так, холмасельдуй больше, ждут, сколько больше. Волос. И сумма, и то важно, что отсюда из газет, серьезной газеты, желтый пресс, яйца, це дучно, сюда, я хочу сун, что статья и пресс. Ну, в любом случае, это никто не отрицает этот факт, то, что ты прочитал, это не выдумка и вполне имеет право быть и жить и существовать. Поэтому я так думаю, что не нужно говорить, что это не так или этого не было. Мы все знаем прекрасно, что свойство крови, оно имеет значение. Но такие вещи обсуждать муслимам Бадагдисла, это немножко попахивает уже так. Сверхчеловеком. И... ну ты же знаешь тему сверхчеловека. Муслим, я про другое говорю. Сверхчеловек, это тема, ты знаешь, да? Арийская, да? Свой дуд собак, асфадуплак. Тема о сверхчеловеке, ее вообще, эта идея была у Адольфа Гитлера. То есть, когда ты начинаешь говорить о свойствах крови, о том, что вот что-то другое, тут, конечно, начинают тебя упрекать, что ты нацист, фашист, шовинист, ты понимаешь о чем? А так, то, что ты говоришь, вполне вероятно, я думаю, что тут эта статья очень уместна, и это очень... Он был дисляй, сам муслим. Много версий по этому поводу, я много раз слышал их у себя в эфире. Соболделась. Ладно. Цундера, я тебя вполне понимаю. Все это имеет место быть, и хорошо, что ты рассказал. Московский комсомолец Варя? Общая газета, московские новости. Все понял. Он возглавил телевидение Первый канал Горбачева Ушена. Муслим, он молодец, ты его автобиографию не хуже знаешь. Молодец. И он создал общую газету. Понял. Серьезная газета. Я понял. Я понял тебя. Я понимаю, что просто... Все понимаю. Все, отлично, что рассказал. И я телеграм чуах. И что дальше? Руку ты поднял, и вопрос Акинец. Я так понимаю, логотип пишу. Кюк халайбин нас принятина. Выстрел. Это, ну ладно. Есть вопросы, Ибраим?
Хорошо, хорошо. Кто-то хлебца бас, я аким вахки алуцигаться. Он нажал, руку поднял, просто я хотел услышать, есть или нет. Маршал дома, Сага. Дэр маршал хэ. Большой этот вопрос, да, насчет Ауха. Да. Может, дать информацию Махарю. Ага. Насчет того, что тебя делал, что он дактин, ну, вот это, насчет Ауха, тебя, Путина, улило, что и какой будет результат, что есть информация, мы чакру лурят еще. Есть информация, он занакеру, я сейчас его чауца хазай. Так, об этом ИУЦ, общественная организация АУХ и официальный канал АУХ, ты это можешь увидеть, тут никаких проблем с этим нет. А что касается остальной информации, касаемо АУХа, Ауховского района, все эти материалы я собирал их везде по крупице, и, как я и обещал, сейчас у меня спочуна финансовые проблемы, что 60 тирсо, реально проблемы у меня были. Инца понемножку восстановили, и дал по Ауху многие документы, которые даже никогда не видели наши, большинство обывателей, кроме определенных людей. Эти документы, эти карты, я буду их обязательно публиковать и доведу до вас. История Ауха и ауховских людей, проживающих в Аухе, да и нашей общей истории, многие люди понятия не имеют об этом. Сундера просто с проблем шел. У меня раньше подписчики помогали, особенно в Европе, я был выжил, она осталась. Сейчас таких вообще почти что не стало, поэтому и само собой, когда нету, я не могу себе позволить определенные моменты, и эти есть я не мог их заказать, и чтобы мне прислали остальную часть документов. Короче, я не хочу сейчас здесь каждый раз напоминать об этом, и мне нужно понемножку. А что касается твоего вопроса, все, что касается Ауха, документа, это официальная информация, ни от кого не скрыта, просто нужно знать места, где их нужно искать. Симпага 8, давай я тебе скажу так, Паша, пожалуй, не нужно мне рассказывать, что Кахетия была наша, тушить, не надо вот эти сказки мне рассказывать, что Дугдаш, не рассказывайте. Не нужно, вот именно незнание своей истории приводит к этим последствиям, губительным последствиям. Не рассказывайте мне сказки о том, что наша родина была чуть ли там, не знаю, от моря до моря. Мадийти шай, дейвдаш мадийти умш. Наши предки говорили всегда: Тушины, Пшавы, Хевсуры и Сваны. Вот эти общества грузинские, что они близки чеченцам. Что Кахетия наша, это, давайте оставьте вот эти, ничего не наше. Ничего не наше. Да, есть по документам остальным, там 2-3 села остались там, остальное не нужно говорить, это наше, не наше, Арбош. И смотрите, у нас спорных территорий с Грузией нет. И не было. Какие-то общества входили туда, какие-то нет. Допустим, чеченское, исконно чеченское, дзурзурское, кистинское, ногчи общества Мелхи частично входили в Грузию. И что? А стали они грузинами? Нет. Они живут в Панкийском ущелье, они такие же ногчи. А остальные дома у нас. И гумш, маитиш, делдаш, я знаю, мы то, мадите, гумш. Вот из-за таких вот вещей бывают проблемы. И у ауховцев бывают проблемы. Не говорите того, что не знаете. Не занимайтесь провокацией. Вы якобы патриоты, больше даже, чем я. Но на самом деле, вы провоцируете людей, ждут норнейцы, чтобы вырезать, выковеркать, сказать. Прошлый эфир, воскресенье, я говорю о нашей истории, человек заходит, скажи свое личное мнение, да или нет. Малгобекский и Сунжинский район Эльмашуксо являлись они чеченскими и так далее и тому подобное. Это провокация. Потому что вот такие моменты сидят и провоцируют.
аухмах, никто не говорит аухмах, хабях, нокчиш, да, никто об этом не говорит. Про аух только речь идет о восстановлении исторической справедливости. Закон о реабилитации. Вернуть всем дома, земли ауховцев. Все. Вот это цель ауховцев. Чтобы они могли у себя дома быть хозяевами, навести порядок и так далее, и тому подобное. Нокчи говорят за эти вещи. А провокаторы начинают заходить и специально провоцировать. Вот они отсоединят. Никто такие вещи не говорил. Никто не говорил и не может говорить. Это противозаконные действия. А противозаконные действия приводят рано или поздно, ассаламу алейкум, и сиди в тюрьме. Незнание закона не освобождает от ответственности. Каждое ваше слово, за него приходится отвечать. И мне придется отвечать. Поэтому я вас прошу, не говорите того, что не знаете. Абсолютно верно. Ни карачаевцы, ни балкарцы не являются тюрками. Они утеряли свой исконный, свой язык родной. Под давлением нашествия Тамерлана, Тамерленга. Адукваха, Ксимпага, Машадуха, давай после эфира зайди ко мне в директ и позвони мне. Мы с тобой поговорим. Мадийцай хумш хайдейл дахатия. Хун политикца юзер, хун историца юзер. Мадийцай хумш. Хоитти айкамиош дирду. Ха хайм бал бирбуа. Тига асбол вай оухи асбол вижришен бал бирбуа. Хун аче питни хумш уахойшен аоштол дуаш хаквиш даош. Я им вахт юхца биарзбоет аш серк. Я цертинош юхца биарзбоет. Мадийциш и хумш. Здесь у меня, ты понимаешь, у меня без малого 50 с лишним тысяч подписчиков. У меня миллионы просмотров в Ютубе. Люди, которые будут смотреть это и не понимать, о чем ты говоришь, это будет провоцировать людей. Деша, деба, даха. Ты халатеш, да, казмадолуш. Малваш сана Почему мы не говорим, что статистические данные обманывают, что меньше 200 тысяч, их называют обязательно там 90-100 тысяч? Почему мы не говорим, что панкистских кистинцев на самом деле не 25 тысяч, а говорят 9 тысяч, 7 тысяч? А не в счет то, что с панкисти огромное количество уехали в Европу, что они представители нашего народа. А не в счет, что они теперь приезжают в Грозный, парад, шейца, бяхера, шейгала, хабуал, бяшбу, панкисер, кистинч. 6 тысяч, 7 тысяч убош, ашбу. Вот именно за такие вещи мне приходится потом краснеть и оправдываться. Лучше пойми аргумент и охотаешь. Я не тебе конкретно это говорю, я это говорю всем. А и вот ахашини. Ладно. Я знаю, кто решает. Я знаю. Я знаю. Ты знаешь, что такое обозначает лобби? Лоббирование. Знаешь, что такое? Раз. Муатхакар, знаешь, что такое? Лей амал. Муатхакш. Лей амал ба. Шей бог чакдакш. У бог духайон, аз гаска мартицадакш. Муатхакар ху духайон. Муатхуякш. Муаттукш. Шейк болуш бол, тяшим бях бяш. Ця шей бол хаяшу. А хос санохчик унамавая. Нахал боли. А я цадя шуман цани муахуяки. Келе бит ашмай. Бяш бол, цеюшин мадиц. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. На связи. Ладух, цубок, мадиц. Балби, кираму. Пишите в церкви. Wallah, я об этом и говорю. Просто-напросто. Двойбайрак штетвях аух и бан болч. И штеляц бол, тига аш бол, ногчи бешен, проблем шинер. Делаш завести денерца. Просто ногчи байрак сейчас горш яц аух и дабана. Ах, кидадек дюц. Сун и ха. Тига хиллик ха сун. Сун последствиш ха сун. Му камелда диза ха сун. Му истории тиза ха сун. А мои тиш делдаш.
ساري كسو شايوش جوجيش كدايات الحقار حجل هين شولات خدا قاش بوشون حوصل تسعان بارتين موات دحور بوتيجي وق بارتين حوصل سوري شجر هلا خدا قاش وقار موات دحور ما ديتيش دوتك مالي ليش ما خليش عوضل واش دوق داخش دار هالكوارت وانا اوليا بالبر حالو اجموات عبيت بالباتسي هو حبغن دول دا ديزوي ويلي يزوي حيقل سمودي سار هرتاقتر هرجينش دا ولا بيحوش تيسنش حق يتسود يعبولا بايش واش او اردول كوي دولو Поэтому нужно быть умнее, по мне, если спросить. Ладно. Да, еще один человек задонатил на наш канал. Воша, ДРС Хил, Далси Дуэл, Хадана Хакачон. Так что сегодня 2 человека задонатили, поддержали наш канал, прямой эфир. Далси Дуэл, Далса Дуэл, Булдисник, Сашка Саудолетил. Моша слышал предание о переселении части акинцев в Осетию. Кстати, у акинцев и Г2А1 есть. Может ли ухири акинские корни до ираноземцев? Я не могу сказать до или после. Вполне возможно, что они пришли позже, чем там проживали акинцы. То есть сегодня они называют себя осетинами. Вы должны это понимать. Это дударовы в основном. Они непосредственно потомки Нохчи народа от общества Экке. Они владели Дарьяльским ущельем. По крайней мере, в истории так они записаны. Сегодня они называют себя непосредственно, их башни там в Дарьяльском ущелье были, вроде бы я видел фотографии, говорили, что их. Но их разные к себе осетины, к себе приписывают, но в советской историографии они записаны к нам. И, конечно же, у них будет показывать ДНК непосредственно нашу ДНК. Имеется в виду и чеченцев, и ингушей. У нас одно ДНК, по сути. Как бы кому нравилось, не нравилось, но это так. Поэтому, раньше ли они прошли осетин? Вполне может быть, они раньше. Или позже, я не могу сказать. Вот эти фамилии некоторые, которые есть там, фамилии там, Басаева, не Басаева, там такие фамилии есть, они тоже как раз-таки относятся, они идентичны чеченским фамилиям. Вот, поэтому, так, кто там еще вроде... Есть вопросы? Вы быстрее решайтесь, задавайте вопросы, друзья, потому что я не могу долго как бы тянуть. Все у нас, как говорится, завязано на, как говорится, наши финансы поют романсы. Эктонш, Балари, мы бы дольше с вами были, мы уже в эфире, уже без малого 10 мы начали, 11, 12 и час сейчас будет, уже 3 часа без малого. Поэтому задавайте вопросы касающиеся или что-то, если вы хотите дополнить или рассказать, рассказывайте, или я подтвержу, или я опровергну. Еще раз повторюсь, если я слушаю вас, выслушаю вас и молчу, это не обозначает, что я совсем с вами согласен, и что это очень, что там, оскорбление или не оскорбление. Нет, Тукташ, я вас всех люблю, уважаю, конечно, безмерно, но у меня есть и этикет, и культура нашего народа. И у вас тоже, наверное, есть. Я выслушиваю, но потом уже подвергаю критике. И не обижайтесь, если я вас критикую, даже если вы представители моего народа. Такова жизнь, так мы должны поступать. Поправлять. Насчет спортсменов, жаль, что так получилось. Насчет Олимпиады, говорю. Да, абсолютно верно. Я согласен, что так получилось, но... Салам алейкум. Ва алейкум салам. Имя с большой буквы пишется, но Дулана Джандула. Пошлам, расскажи про котел народа Нохчи. Я про это много раз рассказывал, уважаемые мои братья и сестры. Состоял он, считается, из 66 кусочков. И в основном его использовали. На каждом кусочке 2 версии. На одном говорится, что было название тейпа, на другой версии говорится, что там был петроглиф, то есть петроглифы, которые есть. Микрофон латин. Бакар, микрофон, алатиона. Своя почта моя, да, сажал футбол, если он творится, волон соси.
Да, вопрос тут задать, Цундер. 66 кусков, из них он становился единым котлом. Считается, что там были тейпы. Уже остальные от этих 63, 66, по-разному говорят, тейпов уже пошли, валикум ассалам, пошли остальные тейпы, гары и так далее и тому подобное. Сунцегенаун турки Омар, я не видел, честно сказать. И он просуществовал с 10 до времен имама Шамиля. Во время имама Шамиля был приказ, чтобы этот котел украли из Нашхи. После того, как его украли, его сбросили с обрыва и разбили дребезги, и ничего от него не осталось. Для чего это сделано, я думаю, прекрасно знают. Я не хочу лишний раз сейчас на имама Шамиля наговаривать, но вот такие вот вещи, как единый котел или чистые, нечистые и так далее и тому подобное, имам Шамиль не допускал, поскольку его государство должно было быть шариатским, исламским, то есть здесь должно было быть вот эта солянка из всех народов, главное, чтобы был мусульманин. Вот. А в чеченцев этого не было, об этом рассказывают и попавшиеся на тот период, как есть качественная книга про чеченские тейпы. Есть, но я так скажу, за все надо платить. Бесплатно больше ничего делать не буду, Джумай. Ладно, это так. Разбили котел. Этот котел был не только один единый национальный, когда собирались, да, варили там, считается, что варили 2 или 3 баранов, или корову уже варили, бычка варили. Вот, но был у каждого тейпа свой такой непосредственно родовой котел. Вот. И это все в основе собой доказано. Я опубликовал археологические документы. Заур мне предоставил доступ к архивному управлению Академии наук России. Единственное на Северном Кавказе, где был найден этот котел, это была Чеченская Республика, в горах в Сатойском районе. Это единственное место. На всем Северном Кавказе в других местах нету. Другие котлы другого периода, другой формы, само собой, были найдены в других местах. Это в Саратове, в такой и так далее и тому подобное. Маздок выехали Башлам Ю, турки Умар Ю. Он числился когда-то за нами, документ я опубликовал. Этот документ не фейк. По крайней мере, определенное время мы владели ею. Вообще считается, что эта крепость возведена на кабардинских землях, город Моздок, 1763, кажется. В книжном магазине, Джамлай, в книжном магазине в Чечне найдешь Амада Сулейманова книга есть, Има Макаева книга есть про тейпы. Все, я закончил. Бакар, всех, пока мы не отключились. Ассаламу алейкум. Хаскалинская. И Банковин собрался سأنزل اسمع قوصة شيء توصل خان خواتين باختنا ازل شدوء Да. да есть наследие у меня культурное России يسوق يا أخي على شو يبحث ثم خلعت حينا وما غير يفتلو شورت حين из Умботлик здесь, Оша, это тейповый башенный комплекс. Сейчас, то, что касается наших башенных комплексов, это очень серьезная тема. Я честно тебе скажу, у меня была версия, но я опубликовал, там чуть ли меня не съели с потрохами. Обычно каждая башня, она делится, даже ты говоришь, вот сделал ее этот, владел этот, тебе начинают писать ишда цари, хадеда схаях кнери, передать инер, качир, шер, кедегдер. Поэтому по этой башне у меня была информация, но она, я так понял, достоверную алацавасу, не достоверную алацавасу. Поэтому немножко... Там суть в том, что вот если тебе говорят, что это нашего тейпа, нашего
быть, конечно, я не исключаю это. Я слышал кистинский, Бакар, я тут с тобой спорить не буду абсолютно. И кто-то задонатил через YouTube канал, ваша Далса Дуэл Булдиснек Эзершка Соудольтил Далси Дуэл. Так что нас 3 человека сегодня поддержали, и то хорошо. Я слышал кистинский диалект древний, абсолютно верно, Арби. На сегодняшний день ранее считалось, что самым древним диалектом был Чеберлоевский и Шароевский, после Галанчорский, потом Акинский, но прошу не путать не Лам Акке, а именно Акинский, это имеется в виду Охар Аккебуй, то те, которые в Аухе, вот этот диалект имеется в виду. А на сегодняшний день ученые после обработки всех данных считается, что кистинский диалект является самым древним среди нашего народа. Вот, и больше сохранилось там, да. Раз мы затронули языки, вот Мар пишет, что чеченский язык это плоскостной говор, предгорный говор, горный говор, потом третью строчку он пишет, документ его, от руки его. О чем говоришь? Во времена Мара это период 1920-е годы, кажется, да, там, если я не ошибаюсь? Нет, он раньше начал работать. Не, я не про его работы имею в виду, но это период я тебе рассказывал. На тот период, я, честно сказать, он же был другом Сталина, правильно? Мы про этого Мара же говорим с тобой. Да. Да, это как раз таки, да, я тебе об этом говорю, поэтому это немножко, это начало 20 века, тот период по отдельности не могло ничего быть, с нашим языком у них ничего не было связано, ты не забывай, что кириллицу ввели в обиход-то в 1929 году всего лишь, то есть до этого у нас кириллицу даже не использовали, в нашем языке не было русских букв вообще. Мы использовали или латиницу, или арабский язык. У нас не было кириллицы. Рукописи, Баслав, его рукописи. Я не знаю. С рукописями не знаком? Не знаком. Идет на кириллице, дополнение он пишет на латинице. Ты Умара имеешь в виду? Да, Умара. Не знаю тогда, Оша, не знаю. Я думаю, что он... Он же, ты знаешь, я тебе скажу честно, Оша, ни Мар, ни один грузинский ученый никогда не считал чеченцев и ингушей разными народами. Ты же знаешь это прекрасно. Это я знаю. Там смотри, я что хочу у тебя, просто я другую информацию не нашел, но дело в чем. Он делит наш язык на 4 группы, грубо говоря, вот, которые я назвал. Вот, плоскостной, горный, ингушевский и майский. Диалектов. Нет, тут такой информации нет. Это сделал наша профессор Зулай Ибрагимова, кажется. Зулай Ибрагимова, верите, фамилия? Профессор, она в Москве, она профессор, доктор лингвистических наук, если я не ошибаюсь. И все регалии, я ее опубликовал. Они уже и во времена Халида Ашаева, уже более поздние наши советские ученые, только позже это добавили и сделали. А до этого Мар не делал столько. Он непосредственно по территории, как ты говоришь, пока плоскостной, предгорный и горный, там, допустим, грубо говоря, да, на 3 части разделить. Потому что даже вот между Шатойским, Шатойский считается фактически предгорный лучше, и за
хотя Атагинский Лариешер предгорный, но Шатойский предгорный по сравнению с Шаройским районом имел разницу совершенно Агуштухом. Хотя да, и тот считается Ламан Хуаймуатбуйза, но несмотря на это, они отличаются от собой. И чем ниже, тем чище считается сегодня к литературному языку. Поэтому они так грубо прошлись, предгорный, горный, там, дальше Масла Бахаса. И само собой более сохраненным диалектом и языком, диалектом правильнее будет сказать, это есть и является кистинский диалект. Кстати, сейчас ученые очень сильно... Вот в Кистете, грубо говоря, Ахмедовский район, да, вот рядом с селами. Не, это не Кистети, это Панкиси. Кистети это Нохчучу. Ее называли Кистети. Вот Панкиси есть интересное название села, населенного пункта, оно частично заброшено, но в грузинских источниках, даже в современных картах, оно записано как Чачкенти. Да, ты рассказывал об этом в эфире, мы это помним. Да. Мне интересно вот это вот, что, как это, ну, Кенти, понятно, Чачкенти, как, или сократили, или Чеч, вот, ну, что-то с Грузии тут в эфире слушаете, слышите. Не знаю, тоже интересный вопрос. Это нам нужно тогда, прежде чем делать, если Асюк Эльчани, заранее я позову, у нас есть пару достойных братьев из Панкийского ущелья, которые закончили университет в Тель-Авиве, поэтому и в Тбилиси, я думаю, они смогут объяснить нам, но только на родном языке, конечно же, если есть. Так, но в основном ночью или английский, или грузинский, или ночью Ну, вот с ними поговорим, зададим этот вопрос. Я от тебя говорить не хочу, но данный материал, который мы с тобой обсуждали, я это озвучивал. Ты помнишь, как нарнийцы сильно заинтересовались этим моментом и просили быстро этот вопрос решить, обработать его и зафиксировать за собой. Я тебе рассказывал. Я читал, и не только вот то, что я еще на других площадках это нашел. Там интересная еще одна вещь, что, как мы знаем, от горы Казбек до горы Эльбрус, ну, где-то 140-170 километров, смотря как идти. Вот между этими двумя основными вершинами Кавказа существует два перевала, известные в альпинистских, по крайней мере, в советских кругах альпинистов, два перевала, которые там, или там, не знаю как, на веревках проходили. И вот эти два перевала тоже почему-то называются, первый называется Малый Чеч, второй тоже Большой Чеч. Ну, надо проверить, ознакомиться, если они на территории Грузии? Нет, они на территории находятся, получается, Кабардино-Балкарии. Но это нужно уже узнавать у каждого по отдельности. Надо узнать, что обозначает это на их языке, может, какой смысл, нагрузку они несут. Да, дальше будет уже понятно, исходя из этого, их это слова или нет, или наши слова. И еще, Баслан, раз мы уже эту тему затронули, документ 1665 года, ты его опубликовал тоже, да. Там указана речка, ручей, которая называется Чечен. Да. И впадает она в Сунжу почему-то. Да. Вот как она сейчас называется, интересно? Вот этого я тебе сказать уже навряд ли смогу. Ты в какой области? Малая Чечня или Большой, не помнишь? Малая Чечня, да, это район современного, грубо говоря, населенного пункта Петропавловского или старой Сунжи. Ну, той старой, не современной, а той старой, которая была по левому берегу Сунжи. Где-то вот в тех районах. Это сейчас в любом случае ее нету. А если это по левому берегу, который встречается, у нас там идет только одна речка. Со Старопромысловского района она идет, но она больше техническая, я думаю, она искусственно вылитая. Самой живой речки и других, которые впадают в Сунжу, в нашей области города Грозного нигде нету. Есть искусственные, но я не знаю, это от того осталось, но нефтянку, Олшхазе, он речку нефтянку. Вот, единственная, вот она есть, но я не могу тебе гарантировать, что она является не искусственной. Ты знаешь, что вот эти мелиорационные системы в Советском Союзе очень сильно
разрабатывались, то есть, и вполне может быть это искусственный канал. Но я не могу сказать, так это или нет. Баслан, вот это вот может все-таки стоит вот этот список написать. Ну, вот сейчас я набрал общей сложности. Вот поэтому там и гидронимы, и сапонимы. С радостью, с радостью. Единственное, Цаун Дубакар, ЛРЛ, Ца буква, все как есть, все как есть. Я же тебе скидывал, там везде приведены карты. Я знаю, я с радостью. Но я еще не дошел даже, Бакар, я тебе сегодня рассказывал, какую я встрял ситуацию. Я еще тут материал по нашему с тобой левобережью Терека до сих пор материал подготовил, и это я тоже мне нужно сделать. Я сделаю обязательно, я ничего никогда не забываю. Никогда, просто... Нет, смотри, то, что я там в этих Амараре сфотографировал, я потом фото повторно смотрел, несколько надгробных вот этих вот стел, да, они буквально за последние несколько лет, ну, физически воздействием сломанные. Ну, это обязательно, конечно, мы видели сломанные, и что это... Хотя надеюсь, что это сделали не наши. Очень сильно на это надеюсь. Потому что у Вайгаба есть территория уже, а вот когда ее сделали? Ну, там вот 800... Не, это мы не спойлер, не спойлер. Понимаешь, спойлерить Мадея, в общем, заранее, если ты все расскажешь, какой смысл будет людям это показывать? Ты потерпеть не можешь. Ну, вообще говоря, есть наша территория, по крайней мере, уже с 19 века. Но это, понимаешь, это же сразу, для меня, по крайней мере, для человека, который уже непосредственно 6 лет ведет эту войну, и люди, когда вешали там лапшу и говорили, что никогда северная часть Терека не была чеченская, вот это вот как раз-таки является ударом, как говорится, серпом мы с тобой отсекаем одно очень нежное и недоступное место у многих людей, у наших врагов. Поэтому оставь, все мы делаем, опубликуем. Не, я так думаю, что сейчас-то, в принципе, если у вас есть вопросы, задавайте быстро, Вежри. У меня осталось очень мало времени. У нас эфир через 11 минут может закончиться. У меня просто дальше, как говорится, я не потяну финансово. Все говоря, как говорится, мой трафик даёшь, там 11 минут осталось максимум. После уже я продлить не смогу. Даже со всеми, если я даже соберу сегодня. Омар, вопрос задать нет? Чеберлоевский, Омар, ты вроде бы хотел задать вопрос, руку поднял. Омар Чеберлоевский. Не отвечает Омар. Руку поднял, я принял, дал ему микрофон, он не отвечает. Хорошо, ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Halashki dolštena olšniš adovca диалект Чеберлоевский олш. Да, есть такой. Инца и кистинский валенцы по истории по остальных. Хорошо, поясню, все понял. Чеберлоевский, Шароевский, Асалмейдер сразу. Чеберлоевский, Шароевский считался из них, вот среди этой местности, которая на нашей территории, считался одним из древних. То есть у нас на нашей территории. Вот. Непосредственно сегодня составители и те, кто занимается наукой, лингвисты наши, начали уезжать в Грузию, начали изучать язык, точнее диалект, и пришли к мнению, что их слова, наши слова, Нохчимутадж, они меньше подвержены изменению, нежели чем чеберлоевский или шароевский. То есть чеберлоевский, шароевский язык намного проще понять, и он доступен для литературному чеченскому языку. А вот кистинский, он меньше подвержен, то есть его не подвергали другим диалектам, он был как есть. Если я правильно, и глубоко я копаться не стал, но
считается, что древним сегодня, самым древним, является Кистинский. Потом уже Чеберлоевский, Шароевский, и потом уже Галанчожский. Вот так получилось. Сделали это, само собой, ученые, историки, лингвисты. У нас университет есть целый, педагогический. Там целое направление по этому, в этой области. По крайней мере, Хайлак Ишту, я вот сейчас должна выйти книга, там уже мы будем надеяться, что уже и узнаем. Ща это Зулайса до того, как поехали в Панкистское ущелье, до того, как начали общаться с кистинцами, в то время речь шла в первую очередь непосредственно Чеберлоевский, но там Чеберлой Олар, Шарош Олар. То есть первый Шароевский, Шарош Олар, первый Чеберлошный, ну, Чеберлоевский, Шароевский фактически. Цанло Шерри, там дальше идет Галанчожский, дальше идет Акинский. Теперь просто все передвинулось, они взяли и Кистинский поставили на первый, более древний, потому что слова у них намного древнее получается. И так, как мне объяснили. То есть теперь Махтана, свой дешништари, масла Чеберла дешниша, Махта диалекта, он ближе к нашему, ночи был Махбуй, и шгоши киетара, мяла улли хосиходу, чем у них. Церниге более шир больше, воендукадол дешниш даже хаца, а Чеберла дешниша беш хушбу. Это цер дешниша хушдац, кистинский диалект ивой, хушдац был кудона, вы использовать пяштац. А Чеберла стал уже шумаха Чеберла абя туканой, их после депортации хадалин чулты адука бештеркал диха шарвай Чеберла вама бисини, Чеберла хензиш дукама бас халсан Чеберла. Чебеш ваби сина дукабеш. وعباخ نشوف حق قزع بيجي بالمواقع الثانية وي плоскостной литературы инсане, он быстро, как говорится, стал доступным для всех. А цернига недоступны. Видать, исходя из этого, дин хилду ал-хиетсун, кибан, цер, вой, хилду, шир дешниш, бехор бутси, хор дечки, массу гумана, цер дешниша, дукадеше, вой, яхинц, лилош, да, короче, мадар дейч. Даже Чебер лош, да, шар, сам даст лилош, да, цалили, ну, дешниш. Цер мат цундер ширлербу. Исходя из этого, ученые вышли. Опять же, Ялтин Кинчик Умар Сунца Чунгиньяц, Алербия, Истачин конференция, Хаваши Би Сунца, Ялтин Кинчик Умхачи Асфагель Дох Кинчик Антиаяз. Пока официально Дицаря Хадуичтеги перечисленишь Бияц, Умар. Не забывай, нигде ни на одной книге не стоит первый Чеберлоевский или первый, это просто номинально. Там идут просто перечисления. Диалекты чеченские, кистинский, чеберлоевский, шароевский и так далее, и так далее. Нету градации, а он первый, второй, третий датсонцу, цанна кинчки, а яхре датсон. Относится к чеченскому алхирду, диалекту, но первый метя, второй метя, и у алишцир датсон. Это обыватель, вой простой нахуй, вой дуйцерди, а царь дуйцер датсон ищет. Вела. Хитни. Верда, Омар, Асон, Пичбютер Батсон, Сун Хит Белла, Эл Матвай Хит Белла, Эл Цехасон. Сунишник Цехез, Асуге, Язош, Милш, Матахля, Эл Асуг, исторический эдер, Хит Белла. Из-за использовать иногда тюркский, арабский, грузинский, латинский, русский. И что такое хейство? Ой, лили наш. Ислам. 2012 год. Я Саратове ворса с проездом ехал в Санюр Чукаш. Омар. Со башламу. Ислам версия Цудер Баалас. Цауда. Проездом Санюр Чукаш. Сега. Чин мой бойзнер. Соно бойзнер. Там, короче, выстроил бойзнер совопса. Кто еще угина? Назвали СССР полковник КГБ. Генерал-полковник.
what bu tür hago için. Onlar tür Кичикне килайши и цакниге хоч синта что-то под генералия. И книги от яхки, и книги генокса сабарf. ندواري لك سيارة سيارة Beldan sayıyor. İşte bu arka kniги. Så det är egentligen ju دي сейчас هو Шварцвальд связи оваться случайно теннис خيلش إيديك هردار خيلش Очень Виктор Пасхета хитир отналар мужо интересно сексарат адобе يوقف الله غير Бахчуnen дал Аллах уязенца, цигейлом, халовишун. Надеюсь, мы много интересного увидим. И если я увижу, значит, и вы увидите. Так, эфир я хажар усо. Да, канова цажима эту балаха. Если вам понравилось, всем шун хасхятя. Телеграм, YouTube, Instagram, цхани ваини, отан эфир. Все комментарии عيازي خايد قطع اشتري تسخلي وي انستغرام يوتيوب يرو ادلنا تليجرام يرو اشتون ديل دوي مثلا ديري سلطانة وين غنا وصلتها وي افيرا قامو قوشو وين غنا وصلتها وي كناله تيرا دا سادوال بوديسنك ازاشكا سودولتي دا دوقدا دوال اش غنا وصلتها شوي غوق شوي بشي بودك ديتشا Ледро хырдыр, ишт азгуттар оошду, иза она осталочай, дал сидвал, дал духдахтвал, массально шуца ворша, брат, не поздно, если я позвоню. Не поздно, я, как говорится, спать не собираюсь, я буду читать и публиковать еще дальше. Всем огромное массально дерез хил, تعاون أردرسون ويا مساجق $1 ديوخس سوجر تخلقية هم خلاه سون $1 башлам да собор лахам дерес хил. Пишите комментарии, не забудьте подписаться на YouTube канал. В следующий раз, наверное, мы будем вести только на стрим канале своем. Башлам.39 лайв подпишите в ютубе и Башлам.39 будете узнавать все последние ролики, последние видео, последний стрим. Если есть вопросы какие-то, пишите в директ, точнее в ютубе пишите или в инстаграме в директе. Там тоже два наших канала именно так же называются Башлам.39 и закрытый канал Башлам.39 лайв. Я прошу у вас, в первую очередь, у Всевышнего Аллаха и у вас прощения, если каким-то образом
Я и мои слова задели вас. Я не хочу никого не оскорблять, не задевать. Мы просто лишь трактуем историю так, как ее понимаем, так, как ее знаем. Сондай $1 diyor. Масерге мюлш оман вала, мюлш тейпан вала, сюгер шунцаледер вала, сонок $1. Шудал дуплахтор, бюстал декалер. Ибраим, YouTube чапал вежриш, дерес хилдал сидуэл, шунак. Аш она осталла церна, аша تودع بالبالنا دا سيدو المسيرة عادي كويل ماش عال بيستال ديق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين دا سيدو المسيرة Guarda il sito il canale.